А теперь давайте перейдем к структуре нашего сочинения. Как мы знаем, каждое сочинение состоит из 3 частей. Конечно, первая часть – это вступление. Во вступлении вы высказываете основную мысль вашего сочинения, идею, да, и выдвигаете тезис. Так, вступление по объему может быть от 60 до 70 слов. Вступление, затем из этого вступления логически должна вытекать основная часть. Основная часть. Не забывайте про плавные переходы, чтобы основная часть была связана с вашим вступлением. Основная часть, это объем примерно 150-250 слов может быть. Или 200 слов. У кого как получится. В основной части вы излагаете ваши тезисы. Тезисов может быть 2, может быть 3, но тезисы – это то, о чем вы будете говорить по каждой микротеме, по каждому. Их можно выделить в отдельный абзац. Так. И, конечно, аргументы. Аргумент. К каждому тезису должен быть свой аргумент, то есть то, что подтверждает вашу мысль. Так, значит, мы сказали, в вашем сочинении должен быть обязательно один литературный аргумент. Или, если сможете подобрать, можете второй литературный аргумент. Это, конечно, добавит только плюсы. Так, затем следующий тезис и ваш аргумент. Это может быть из вашего жизненного опыта. Жизненный опыт – это не обязательно то, что случилось с вами конкретно. Это может быть то, что вы услышали по радио, по телевизору вы видели. Это могут быть рассказы ваших родственников, бабушек, дедушек, да? То есть это будет считаться как жизненный аргумент. Значит, тезис, аргумент, опять тезис и аргумент. И к этому же тезису подбирайте свой аргумент из вашего жизненного опыта. И, конечно, заключение. Заключение по объему должно быть соразмерно со вступлением. То есть тоже 60-70 слов. Не надо слишком много. То есть вы делаете в заключении выводы из всего того, что вы высказали, доказали, и делаете краткий вывод.